Дарья Вильдакуловна, добрый день. Добрый день. Дарья Вильдакуловна, я знаю, что сейчас вы готовитесь к хорошему мероприятию, такой форум врачей. И какой вопрос больше всего вызвало ваше беспокойство? Но больше всего беспокоит, что вызвало, конечно, сахарный диабет, статистика. На сегодняшний день в мире, оказывается, болеет 422 миллиона человек, а прогнозируют к 2045 году около 700 миллионов человек. В Казахстане картина еще хуже. Если в 2006 году в Казахстане было зарегистрировано с сахарным диабетом всего 16 550 человек, то уже в 2016 году, то есть через 10 лет, это количество увеличилось 22 раза. Нас стало больше болеть 349 тысяч человек. То есть из этих 349 человек около 3000 – это дети. Это вот самое ужасное дети. Дети, которые есть, даже годовалые дети, которые болеют сахарным диабетом. То есть они, еще не успев появиться на свет, уже знают, что такое иголка. Вместо мамы они знают, что такое иголка, что такое шприц, что такое инсулин. И что этих детей впереди ожидает. Взрослые, конечно, понятно, они могут там инсулиновая помпа, инсулин делают по часам, да, есть школа диабета, там за ними смотрит, обучает. А ребенок от всего ограничен, и он по часам должен этот инсулин получать, он не может побегать. А какие осложнения может вызвать у этих же детей, у этих же взрослых, да? Оно в первую очередь это спазм сосудов. Сахарный диабет – это спазм сосудов. Это болезни поджелудочной железы к этому. Какие причины вообще сахарного диабета на сегодняшний день? Это в первую очередь питание. Почему дети болеют? Матери беременных кушаем чипсы, колу, дети чипсы, колу. Ну и еще все, что нас окружает, какое питание мы кушаем. Да? Вторая теория – это вирусная теория. И третья, как говорят, здоровый образ жизни, как образ жизни человека. Поэтому я думаю, что надо задуматься над этими цифрами. 3000 детей – это будущие наши матери, то же самое, отцы. И поэтому, прежде чем покупать детям чипсы, покупать колу или газированную, или еще какие-нибудь деликатесы, которые вообще диетология говорит, что вот где мы выросли в Казахстане, какие наши родители ели, наши дедушки, бабушки, вот это питание нам подходит. Лучше нужно задуматься, что этому ребенку не хватает. Ребенку в первую очередь, конечно, не хватает, это кальций. Это сейчас недостаток кальция. У матери было, недостаток кальция передался ребенку, и отсюда все болезни. И поэтому я всех призываю, прежде чем ребенку покупать какие-то деликатесы, игрушку какую-нибудь сверх, которой ни у кого нету и только у него, задумайтесь, лучше восполните у ребенка то, что ему не хватает. А восполнить можно только БАДами. И именно БАДами Тиньши, потому что он самые лучшие БАДы в мире на сегодняшний день.